Но есть ряд вопросов, а точнее проблем, решить которые под силу и власти на местах. То есть в администрациях по месту, что называется, требования. Озвучить наболевшие темы можно и на регулярно проводимых сходах граждан. Такая встреча прошла сегодня в селении Алкун. Репортаж Залины Магушковой. На сельском сходе звучат не только вопросы частного характера. Большинство жителей поднимают общесельские проблемы, которые волнуют многих сельчан. Мариам Дербичева, заведующая местным детским садом, жалуется на то, что в дошкольном учреждении периодически отключается электроснабжение. Это вызывает столько неудобств, что приходится отправлять детей домой. В Мужичах постоянно сгорает там трансформатор. Из-за этого у меня садик, приходится детей отправлять домой. Или готовить мои повара, я заведующий садик, готовят у себя дома. Вот, не имеют права. Хотя они, чтобы дети не... Вот, раз, в обед там даю, свет чудак не чистишь. И за счет того, что действительно трансформатор не чинят в Мужичах, у нас в Алкуне этой проблемы нету по поводу света. Постоянно отходов свет дает, и садик за счет этого не может нормально функционировать. Потому что, особенно зимой. Зимой отопление тоже зависит от этого света. Буквально 3 дня назад в Мужичах заменили именно, кажется, 63 киловатт трансформатор. То есть работа, она идет. Это не проблема одного дня. Один день ветхие сети сразу взять, поменять не получится. Этот вопрос был включен в резолюцию схода для дальнейшего рассмотрения и решения. Кроме того, жители села озвучили проблему транспортного сообщения. Автобус, выполняющий маршрут Алкун-Назрань, очень старый. Из-за постоянных поломок рейсы не производятся по графику. От этого страдают не только местные. До Назрани не могут добраться также жители близлежащих сел Мужичи и Галашки. Что ехать для что я автобус тишкалар хаджа мот горных лара из поломки шкулцун но хатшон да ветеран занял председатель райсовета Аслан Умаров Яджева вопрос озвучить для протокольного поручения главы республики Качай вопрос ингуш автотранса в первую очередь играл хайва автобус на направление проблем пицца лил жаться юхпас всем тишкалара динамас рейс еще динаш идёт или не делать Выделение земельных участков, газоснабжение в новостройках, развитие инфраструктуры и строительство социальных объектов. Все эти вопросы обсуждались участниками встречи на протяжении 1,5 часа. Чаяния сельчан выслушали представители различных ведомств и учреждений, а также заместитель председателя правительства Ингушетии Хусен Зурабов. Вопросы, которые мы сегодня услышали, мы, конечно, дадим ответы. Кратко могу пояснить еще раз, и сегодня с жителями села по этому вопросу общались. Развитие села происходит. Вы знаете, что в этом году будет завершено строительство до конца года Дома культуры. Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот вопрос тоже интересовал жителей. Вопросы развития инфраструктуры, в частности газораспределительных сетей. Этот вопрос будет в плане решен в 2019 году. Это мы тоже до жителей довели. Сходы жителей проходят ежегодно в каждом из населенных пунктов республики. Обязательной составляющей таких встреч является подведение итогов проделанной работы за прошедший год. В 2017-м среди самых острых проблем села – нехватка земельных участков и отсутствие таких социальных объектов, как ФОК и Дом культуры. Эти вопросы постепенно решаются. Земельный вопрос, он рассматривался и находится на контроле у главы администрации муниципального района. Вопрос с Домом культуры решился оперативно, за что мы благодарны и главе района, и, естественно, главе республики, поскольку в приоритетном порядке наше сельское поселение было включено в программу развития культуры на 18-20 годы, и практически работа по строительству Дома культуры начата, и планируется в декабре текущего года сдача этого объекта в эксплуатацию, чему мы безгранично рады, поскольку это и досуг молодежи, это и в том числе и рабочие места. В свою очередь местная администрация озвучила проблему, решения которой зависит только от самих жителей. Это задолженности по коммунальным услугам. На сегодняшний день сбор платежей по свету составляет 70%. По газу ситуация немного хуже, всего 40%. Сельчан призвали своевременно осуществлять платежи за газ, свет и воду, ведь от этого зависит качество предоставления данных услуг населению. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24.